أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Хвала Аллаху, Господу миров, Творцу всего сущего. Мир, милость и благословение нашему Господину, пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, его семье, всем его сподвижникам, а также всем тем, кто следует по пути нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, до судного дня. Уважаемые братья и сестры, сегодня по воле Всевышнего Аллаха мы поговорим, расскажем о положении женщин в исламе. В сегодняшнее время есть много стереотипов, которые искажают представление о положении женщин в исламе. Некоторые люди думают, что ислам принизил, унизил в некоторых частях женщин. Чтобы опровергнуть данные стереотипы, мы по воле Всевышнего Аллаха вернемся к первоисточникам, Коране и Сунне нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И мы без всякого сомнения узнаем, что именно благодаря исламу положение женщин в обществе возвеличилось. До прихода ислама, во времена невежества, положение женщин было настолько низким и унизительным, что появление женщины на свет считалось позором. Есть много исторических фактов, в которых твердо, ясно и понятно, что когда в некоторых семьях рождались девушки, женщины, представительницы женского пола, их заживо хоронили. То есть таково было положение женщин во времена невежества, как мы подчеркнули ранее. Благодаря приходу ислама это невежество, это низкое положение женщин ушло по милости и воле Всевышнего Аллаха. Быть матерью в исламе – это огромная честь, необходимость чувства любви, преданности и вежливости по отношению к родителям, а особенно к матери, неоднократно подчеркивается в священном Коране. После прихода ислама, ислам строго запретил какое-либо низкое отношение к женщинам. После прихода ислама у женщин появились многие права, которые не были у этих женщин до прихода ислама. Например, после прихода ислама у женщин появилось право наследства. То есть, когда умирает отец, брат, муж, сын и так далее, в определенных ситуациях, в определенных случаях у дочери, сестры, жены и так далее появляется право наследства. Еще раз мы подчеркиваем, такое право наследства не было до прихода ислама. Также мы подчеркнули ранее, что до прихода ислама появление женщины на свет считалось позором, что отец дочери заживо хоронил свою дочь. Таково было положение. Однако после прихода великой религии, истинной религии ислама, Всевышний Аллах полностью строго запретил
такое отношение к рождению дочери. Наоборот, рождение дочери в исламе считается наилучшим подарком от Всевышнего Аллаха. Рождение дочери в исламе считается милостью из милости Всевышнего Аллаха. Наш Господин, свет наших очей, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, в своем хадисе сказал, что любой мусульманин, который воспитает правильно в рамках нашей религии 3 дочери, он войдет в рай, без всякого сомнения. И эти дочери станут преградой для этого человека перед огнем ада. Таково положение женщин в исламе, таково положение дочерей в исламе. Также мы все прекрасно знаем, каково положение матери в исламе. Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, пришел один из его сподвижников, да будет доволен ими всеми Всевышний Аллах, и спросил: «О посланник Аллаха, кому я должен относиться хорошо, наилучшим образом?» Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал к своей матери. Сподвижник пророка спросил во 2-й раз: «О посланник Аллаха, после этого кому из людей, меня окружающих, я должен относиться наилучшим образом?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, несмотря на то, что он уже ответил на этот вопрос в 1-й раз, сказав к своей матери, во 2-й раз тоже сказал то же самое. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, отвечая на этот вопрос 2-й раз, еще раз подчеркнул великую роль матери. Когда у пророка спросили 3-й раз: «О посланник Аллаха, кому я должен относиться наилучшим образом?», он ответил и в 3-й раз к своей матери. И лишь когда его спросили в 4-й раз: «О посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, кому из людей я должен относиться наилучшим образом?», только тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил к своему отцу. 3 раза пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подчеркнул, что человек должен относиться к матери наилучшим образом, и лишь в 4-й раз ответил, что человек должен относиться наилучшим образом к своему отцу. Это не унижает или не принижает роль отца, однако это подчеркивает великую роль достоинства матери перед Всевышним Аллахом. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что рай находится под ногами наших матерей. Все мы должны вдуматься в эти слова. Любой верующий человек, любой мусульманин или мусульманка, к чему мы все стремимся? Мы стремимся к довольству Всевышнего Аллаха. И рай – это именно то место, где в будущем, после судного дня, будут обитать те люди, которыми Всевышний Аллах доволен. То есть рай – это последнее место, где мы пребудем по воле и милости Всевышнего Аллаха. Этот рай, великий рай, который Всевышний Аллах приготовил для нас как проявление своей великой милости, находится под ногами наших матерей. То есть ни один человек, ни один мусульманин, ни одна мусульманка не войдет в рай, если этим человеком, этим мусульманином, мусульманкой не будет довольна его мать, его мама. Таково положение мамы в исламе, таково положение женщины в исламе.
Всевышний Аллах в своей бесконечной мудрости подчеркивает, что женщина играет важнейшую роль не только в обыденной земной жизни, но и в духовном мире. Их сердце и душа способны к глубокому поклонению, а их добродетели и вера служат источником света и вдохновения для всего человечества. В Священном Коране есть сура Аль-Ахзаб. В этой суре, в 35-м аяте, Всевышний Аллах говорит: Бисмиллахир Рахманир Рахим. Инналь муслимина валь муслимат. Поистине мусульмане и мусульманки, валь му'минина валь му'минат, верующие мужчины и верующие женщины, валь канитина валь канитат, покорные мужчины и покорные женщины, вассадикина вассадикат, мужчины, которые говорят правду, и женщины, которые говорят правду, вассабирина вассабират, мужчины, которые проявляют терпение, и женщины, которые проявляют терпение, валь-хаши'ина валь-хаши'ат, покорные мужчины и покорные женщины, валь-мутасаддикина валь-мутасаддикат, мужчины, которые дают милостину, и женщины, которые щедры, вассаимина вассаимат, мужчины, которые постятся, и женщины, которые постятся, валь-хафизина фуруджахум валь-хафизат, мужчины и женщины, которые оберегают свое целомудрие, ваззакирина Аллаха касира ваззакират, мужчины, которые поминают много Всевышнего Аллаха, и женщины, которые поминают многократно Всевышнего Аллаха. Аддаллаху лахум махфирата ва аджран азима, Всевышний Аллах приготовил для них великую награду и великую милость. Садак Аллаху азим, Всевышний Аллах прав в своем слове. Мы все должны обратить внимание, что на одном уровне с мужчинами Всевышний Аллах во всех данных благих деяниях упоминает и женщин. То есть в духовных вопросах Всевышний Аллах ставит на один уровень и мужчин, и женщин. То есть, размышляя над этим аятом Корана, мы понимаем, что неважно, какого пола человек, важно то, что он делает ради Всевышнего Аллаха или что он не делает. Поэтому в религии, в исламе есть много женщин, которые своим поклонением приблизились ко Всевышнему Аллаху. В исламе, в нашей религии мы можем привести много случаев, когда именно женщина взяла верх в делах религии. Если мы посмотрим на жизнеописание нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, мы все понимаем, что именно женщина является человеком, который принял ислам в первую очередь. Как только наш господин, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вернулся с горы Ухуд после первого откровения в свой дом, именно его благословенная жена, наша мать, мать правоверных Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, именно она его по воле Всевышнего Аллаха успокоила, и именно она приняла ислам в первую очередь. Благодаря Хадидже, да будет доволен ею Аллах, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, получил много помощи. Именно женщина является тем человеком, который стал мучеником на пути Всевышнего Аллаха, ради религии Всевышнего Аллаха. Поэтому женщина занимает в исламе великое место. Именно благодаря женщине после смерти нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, многие сподвижники пророка, да будет доволен ими Аллах,
получали дополнительную информацию, дополнительные знания о нашей религии. Потому что Аиша, да будет доволен ею Всевышний Аллах, после смерти пророка много раз рассказывала, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, жил дома, что он делал или что он не делал, как он относился к своим женам, как он относился к своим дочерям и так далее. То есть, если бы не женщина, эту информацию мужчины бы не получили. Если взять пример дочь нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует Фатиму, да будет доволен ею Всевышний Аллах, мы можем взять из ее жизнеописания много ярких примеров, которые будут служить нам до судного дня великими примерами. Также женщина, без всякого сомнения, является основным человеком, который оберегает домашний уют. Именно женщина остается дома, воспитывает детей, когда отец в суете наших дней бывает на работе или в других поездках. И когда у женщины бывает крепкий иман, ислам и ихсан, без всякого сомнения такая женщина воспитает достойных представителей и представительниц нашей религии. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в своем хадисе подчеркнул, что каждый из нас должен будет ответить перед Всевышним Аллахом за то, что является под его рукой. И каждая женщина должна понимать, что именно она, как мы сказали ранее, является хранительницей очага дома. И каждая женщина должна знать нашу религию, обязана изучать нашу религию, чтобы воспитать достойно сыновей и дочерей. Именно от женщин зависит наше будущее по воле Всевышнего Аллаха. Если женщины будут следовать светлому пути пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, искренне исполняя заповеди и требования ислама, тогда именно благодаря их мудрости, терпению и верности будут рождаться настоящие достойные сыновья, будущие защитники и хранители религии. Такие женщины становятся опорой и благословением для общества. Их духовная сила укрепляет устои ислама и помогает сохранять традиции и праведный образ жизни в каждом поколении. Нам всем следует уважать женщин, нам всем следует ценить женщин, потому что возвеличил женщин Всевышний Аллах, потому что возвеличил женщин роль матери, сестры, дочери и жены, посланник, да благословит его Аллах и приветствует. И в жизнеописании нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, мы найдем много ярких примеров, когда наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проявил величайшее уважение по отношению к женщинам. Даже если взять один случай, когда наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сидел у себя дома, и как только его благословенная дочь Фатима зашла в этот дом, говорят, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встал, поцеловал свою дочь в голову и посадил ее на то место, где он сидел сам. Такое великое уважение проявил отец к дочери. Такое великое уважение проявил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, по отношению к своей дочери. И мы все должны следовать его примеру, потому что следовать примеру пророка, да благословит его Аллах и приветствует, нам указал Всевышний Аллах в своем священном тексте, в священном Коране. И Всевышний Аллах в Коране говорит к мужчинам, у которых есть женщины, чтобы они относились к своим женам наилучшим образом. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Бисмиллахи рахмани рахим, вааширухунна бил ма'руф, садак Аллаху азим». Живите со своими
женами, со своими женщинами наилучшим образом. Проявляйте по отношению к ним милосердие и справедливость. Таково повеление Всевышнего Аллаха. Каждый человек, который правильно, справедливо и с милосердием относится к женщинам, он без всякого сомнения получит от Всевышнего Аллаха великую награду. Пусть Всевышний Аллах позволит нам до конца наших дней всегда делать добрые, благодатные деяния. Алхамдулиллахи Раббил Аламин.